Невиновный? Какое оправдание возмутило многих таджиков? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Суд города Иркутска признал невиновными полицейского и 3 местных жителей, обвиняемых в поджоге жилого вагончика таджикских мигрантов и убийстве 2 из них. Посольство Таджикистана в России заявило, что пока не проинформировано о приговоре суда. Родственники потерпевших мигрантов сообщили, что 1 августа судья признал полицейского и 3 местных жителей полностью невиновными и освободил их из зала суда. Напомним, в ночь на 12 ноября 2021 года группа местных жителей в поселке Залари в Иркутске напала на вагончик, где проживали 7 таджикских мигрантов, и подожгли его. В огне погибли 2 таджикских мигрантов, 21-летний Насимджон Сайдали и 19-летний Сираджидин Гулзада. Но после поджога были задержаны 4 выживших мигрантов, так как по версии следствия эти таджикские юноши участвовали в массовой драке с группой жителей микрорайона Залари, что привело к поджогу вагончика. Дело в отношении Махмад-Тахира Ашурова, Курбанмада Содикова, Далера Хасанова и Джумабоя Искандарова до сих пор расследуется. Они обвиняются в хулиганстве и покушении на убийство. Но нападавшие на них давно освобождены из-под стражи. Позже власти Таджикистана выразили протест, и прокуратура Иркутска возбудила дело в отношении сотрудника городского уголовного розыска и 3 местных жителей, которые подозревались в поджоге вагончика. По данным источников, 3 местных жителей были задержаны. Однако позже в предварительном заключении находился только 26-летний местный житель. Другие подозреваемые из числа местной молодежи вышли на свободу спустя 3 суток после задержания, отметил источник. 1 августа судья заявил, что сотрудник полиции и 3 местных жителей невиновны, хотя свидетели сообщили, что они признавали свою вину в суде. Они извинились перед потерпевшими и сказали, что сгоряча подожгли вагончик, но суд их отпустил на свободу, рассказывает источник. Один из потерпевших рассказал своим родственникам, что он задал вопрос судье. Если они невиновны, то кто тогда поджег вагончик и кто проломил ему череп? Но судья предпочел не отвечать на него. 2 года назад МИД Таджикистана потребовал от российских властей справедливого и тщательного расследования инцидента в Залари. Матери 4 таджикских мигрантов, находящихся в то время в СИЗО в Иркутской области России, написали письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и президенту России Владимиру Путину, в котором настаивали на невиновности своих сыновей. Родственники потерпевших и погибших мигрантов осудили приговор Иркутского суда об освобождении 4 подсудимых по инциденту в Залари, назвав его ярким примером несправедливости российского правосудия и унижения лиц нетитульной нации. По их словам, этот приговор продемонстрировал, что в России не воспринимают всерьез призывы таджикских властей, а тем более таджикских мигрантов. А как вы относитесь к такой ситуации? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.